Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио Саха, а также телеканалов национального телевидения. Программа программа «Буква закона». Уже начинаю заговариваться. Программа «Буква закона», в которой мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. На прошлой передаче, как раз в прошлую среду, на программе «Не пропусти главное», которую вел я и Дмитрий Аркунов, мы говорили о безопасности дорожного движения. Такой был очень тяжелый эфир, в котором участвовали судьи, председатель Верховного суда, прокурор города Якутска, органы ГИБДД. И буквально после эфира на страницах интернета, якутского интернета, появилась петиция. Напомню, в общем-то, кто не смотрел, можете посмотреть передачу на портале nvkonline.ru в разделе «Проекты». Это было посвящено безопасности дорожного движения в свете совершенного ДТП 22 апреля на перекрестке Пояркова и Петра Алексеева, где, к сожалению, пострадало очень много людей, в том числе погиб 12-летний мальчик. И вот после этой программы появилась удивительная петиция. Петиция была в адрес уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, которая гласила, что мы, подписавшиеся граждане, против того, выступаем, что человек, который совершил это ДТП, может через 2 месяца, всего лишь наказание будет у человека 2 месяца домашнего ареста, после которого он по каким-то причинам все будет считаться отбывшим свое наказание. Сегодня я буквально проверил петицию, подписал ее много человек, чуть несколько тысяч, где написано: да, действительно, приносим свои извинения, оказывается, это всего лишь мера пресечения. И вот я подумал, мы, в том числе и адвокаты, и многие участники судебного процесса, теоретики судебного процесса, вообще очень сильно надеемся на участие граждан в отправлении правосудия. Мы надеемся на развитие суда присяжных. И получается, что люди хотят влиять на правосудие, хотят осуществлять правосудие, но просто не понимают, не знают, подписывают неведомо что, неведомо куда, в орган, который совершенно не имеет никаких полномочий по разрешению этих споров, не разобравшись абсолютно в ситуации, делают поспешные выводы, начинают создавать негативный образ государственных органов, судебных органов, прокуратуры и адвокатов. Это, я думаю, неправильно. Все-таки, я думаю, чтобы каждый из вас хотя бы задумался, нужно ли участвовать в отправлении правосудия. Если нужно, то нужно, наверное, все-таки в этих вопросах разбираться, стараться разбираться. А сегодня мы поговорим дальше об этой теме, потому что в свете некоторых причин, к сожалению, гость сегодняшней студии Иван Иванович Винокуров, это председатель городского суда. Добрый вечер. Добрый вечер. Покинул ту передачу, поскольку нам необходимо было избежать заинтересованности в процессе, участвовала в передаче мама погибшего мальчика. И сегодня мы поговорим об других вопросах применения уголовной ответственности за нарушение безопасности дорожного движения. Очень интересно, наверное, будет водителям, который сейчас за рулем слушает нашу передачу. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. Во-первых, скажу, что очень отрадно, что наша общественность, наши граждане интересуются, и принимают активное участие при обсуждении вопросов, в частности, касающихся вопросов отправления правосудия. Сразу скажу, что действительно в отношении лица, о котором сейчас велась речь, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, о чем говорилось на прошлой передаче. То есть речь не идет о мере наказания. То есть сейчас идет предварительное следствие, возбуждено уголовное дело. Собираются доказательства согласно соответствии с законом. И хотелось бы, конечно, сказать, что по каждому резонансному делу
Но в любом случае у нас бывает, скажем, такое, что и в СМИ, и, значит, в сетях интернет это все обсуждается, скажем, да, активно. Иногда даже бывают такие призывы, что необходимо, значит, самим решить этот вопрос, скажем, наказать, да, скажем, виновного, да. То есть, самосуд устроить. Да, устроить самосуд. Вот сразу даже приведу такой пример. Наверное, все помните дело Пилипенко, такой был педофил. Вот, мне пришлось рассматривать это дело. Вот, после того, как, значит, он был задержан вместе с двумя, скажем, подозреваемыми, значит, собрался народ на площади Ленина, был митинг. После этого, значит, народ двинулся в сторону Следственного комитета. Там, значит, требовали выдать тех 3 лиц, которых подозревали в совершении, значит, изнасилования малолетней девочки. Вот. И, конечно, пришлось органам принять необходимые меры для защиты данных граждан, потому что мы, естественно, живем в государстве, да, вот мы не можем, как бы, скажем, дать возможность народу, скажем, да, в таком порядке решить вопрос. У нас есть соответствующие органы, которые, значит, разбираются в этом деле. Сначала это судебные, следственные органы, потом, значит, органы прокуратуры, далее это суд. Вот, и сразу скажу, что по тому делу, как было все, да, вот, естественно, были проведены многочисленные экспертизы, судебно-генетические, судебно-медицинские. Было установлено, что 2 лиц были не причастны к совершению данного преступления. А тот, кто был причастен, он, значит, получил по заслугам, ему было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Ну, то есть эмоции вот, фактически да, могли привести к тому, эмоции что... здесь, как бы, знаете, вот суд, он рассматривает беспристрастно, объективно. То есть мы должны рассматривать все доказательства стороны обвинения, доказательства стороны защиты. Каждый гражданин имеет право на защиту. Вот, поэтому проверяются все версии, вот по поводу даже того дела, проверяют все версии защиты, которые было многочисленное множество, как бы, да, потому что указывали, что была фальсификация доказательств, что подложили там какие-то, вот, значит, эти детскую одежду там ему, там, да, что эту девочку нашли в подъезде, то есть думали, что, ну, говорили о том, что были причастны другие лица, и все версии это суд проверял, то есть и проверял и следствие, и органы прокуратуры, и суд, то есть и в конечном итоге, в любом случае, мы дошли до того, что как бы нашли истину по этому делу. В общем, раньше времени... Да, поэтому я хочу сказать, что, конечно, это хорошо, что у нас, значит, действительно люди не остаются в стороне. Да, это большая, действительно, конечно, трагедия для всех, наверное, горожан. Вот, да. Но говорить о том, кто виноват в этом, скажем, в этой трагедии, скажем, да, вот, естественно, конечно, ей причинена смерть, да, это действительно факт имеется. Но кто, значит, кто, скажем, виновен в этом, да, это будет определять уже суд. То есть до этого мы ничего говорить не можем. Это будет определять судья, который будет сидеть в совещательной комнате после того, как он проведет судебное следствие и судебное прение. То есть это согласно закону все должно быть так. Вот. Хорошо, Иван Иванович, большое спасибо. Вот, ну, давайте, в общем-то, наверное, несколько слов о том, в чем мы забрались. Это безопасность дорожного движения. Вопрос такой. Вот буквально 1 июля, по-моему, да, был принят в прошлом году вот этот новый закон, новая статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса, который предусматривает наказание за повторное вождение в пьяном виде. Ну, так, чтобы доступнее было, да? Почему вот, вообще-то, вот, почему такой состав был введен? Чем это было обусловлено? Ну, скажем так, что законодатель решил ужесточить, скажем, да, вот, ну, было просто-напросто ужесточение закона. Почему? Просто потому, что даже если приведу статистику за 2015 год, вот если взять по России, то, значит, в 2015 году было совершено дорожно-транспортных происшествий по вине, значит, водителя в состоянии алкогольного опьянения 10,5 тысяч. Вот, в результате которого погибло 2500 человек. 15,5 получило различные телесные повреждения. То есть те меры, которые принимались, то есть это лишение права, значит, управления транспортными средствами, либо штрафы, они положительным результатом не привели. Естественно, значит, был принят закон, федеральный закон, значит, 528 ФЗ 31 декабря 2014 года. И даже название такое, значит, было, значит, о введении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации об усилении ответственности за, значит, совершение правонарушений в сфере, значит, безопасности дорожного движения. То есть именно усиление ответственности. Вот. И этим же законом была
признана утратившей силу. Часть 4 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривала, значит, наказание за повторное, значит, управление, значит, транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вот. И данная статья действует с 1 июля 2015 года. Ну, вот какие вопросы возникают при ее применении на практике? Ну, во-первых, скажу, что действительно у нас, конечно, практика наработана небольшая. Это, значит, дела вот, о данных преступлениях, значит, они подсудны мировым судьям, согласно части 1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И какие моменты, да, возникают? Ну, во-первых, наверное, везде, вот я вот как не посмотрю, да, вот и в журналах и так далее, вот тоже в отношении, ну, касаемо водителей, да, вот они все интересуются. Вот, допустим, если человек совершил административное правонарушение 12.8, 12.26, это вот именно вот управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования, да, 12.26, если они, наказание было назначено им до 1 июля 2015 года, подпадают ли они вот под статью 264 прим, да? Угу. Да, действительно, этот вопрос возникал у судов, и ответ на них дал Верховный суд России и указал, что если, значит, на момент введения данной статьи, вступления в силу данной статьи, когда она начала действовать 1 июля, именно 1 июля 2015 года, срок, значит, в течение которого гражданин, лицо являлось, как бы считалось, значит, привлеченным к административной ответственности по статье 12.8, 12.26. Год не прошел. Да, год не прошел, да, вот действительно. Вот, тогда, значит, получалось так, что он действительно подпадал, как бы являлся субъектом данного преступления. Вот. В таком плане. А вот часто бывало, что прекращали дело за деятельным раскаянием там, и так далее. Сейчас практика поменялась в этом плане? Потому что я знаю, что прокуратура, в общем-то, ну, стала теперь у них там, прошло какие-то совещания по этому поводу. Ну, да, действительно. Теперь. Ну, вот знаете, если даже подумать тогда, что вот человек был привлечен к административной ответственности за езду, значит, в состоянии алкогольного опьянения. И, опять же, повторно попадает, да, вот именно, то есть, также совершает такое же правонарушение, да, вот повторно. И, значит, статья, значит, 75, да, вот в связи с деятельным раскаянием. Конечно, нигде в законе никаких ограничений не указано. В принципе, суды при определенных обстоятельствах действительно будет установлено, что лицо деятельно раскаялось, то есть для этого нужны определенные основания, должно впервые, значит, привлекаться к уголовной ответственности, да, за совершение преступления небольшой или средней тяжести. Но данное преступление у нас предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, то есть небольшой тяжести, да. Вот, если оно возместило вред, если оно, значит, добровольно явилось, значит, явилось повинной, значит, возвращаемся в студию радио Саха, и вы нас смотрите также на телеканалах национального телевидения. У нас есть телефонные звонки. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить два вопроса. В нынешнем году много ли подсудимых по статье 264 было оправдано Якутским горсудом? И второй вопрос. А сколько лет лишения свободы может получить водитель, сбивший Колю Бурцева? Спасибо. Спасибо за вопрос. И у нас сразу же второй еще раз телефонный звонок, чтобы не держать человека на линии. Давайте и потом постепенно ответим. Алло, добрый день. Добрый. Или вечер. Да. У меня такой вопрос. Какие сроки после привлечения к административной ответственности привлекают по статье 264 прим. 1? Какие сроки после привлечения ответственности привлекают по 264 прим. 1? Спасибо. Ну, такие три вопроса. Сколько, значит, оправданных по 264, сколько может, значит, получить предполагаемый виновник по делу Коли Бурцева, какая максимальная санкция, я так понимаю, по статье. И третий вопрос, это сколько сроков, да? Пожалуйста, Иван. Любой последовательности. Давайте начнем с первого вопроса. Скажу сразу, да, что в прошлом году и в этом году, значит, с Якутским городским судом оправдательных приговоров по делам о преступлении, предусмотренных статьей 264
264 Уголовного кодекса Российской Федерации не выносилось. Вот. По поводу второго вопроса, я думаю, что, наверное, этот вопрос надо было задать судье, который будет рассматривать это дело. Сколько будет назначено, какая мера наказания будет назначена данному обвиняемому. Ну, я думаю, просто отвечу так, да, что данное лицо обвиняет в совершении части преступления, предусмотренной частью 3 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет и с лишением права, занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью до 3 лет. И по поводу... по части 3 там дело возбуждено сейчас. Да, сейчас... И третий вопрос, в течение какого срока, имеются сроки давности, да, я думаю, что это, скорее всего, этот вопрос касаемо был именно административного наказания, когда как раз мы про этот разговаривали, да, что действительно в течение года с момента, когда лицо было привлечено к административной ответственности по статье 12.8.12.26 Кодекса об административных правонарушениях, лицо, будут основания для привлечения его, при повторном, управлении в состоянии алкогольного опьянения, будут основания для привлечения его, к ответственности по данной статье. У нас еще один телефонный звонок. Можно надеть наушники. Да, слушаем вас, говорите. Алло. У нас на дамбе постоянно, когда утренняя пробежка, там постоянно бывают пьяные водители. Вы почему не посмотрите там? Спасибо за вопрос. Понятно, что Якутский городской суд за этим не следит. Все ясно. Кстати говоря, по второму вопросу я также хотел бы сказать, что это предполагаемая максимальная санкция той статьи, которая сегодня была возбуждена. То есть она может быть изменена и так далее. Это еще ни о чем не говорит. Просто ответ на вопрос, какая максимальная санкция по данной статье. По данной статье, по которой обвиняется лицо. Такой был вопрос, и таков был ответ. Давайте поговорим о том, что много вопросов по мере пресечения. По мере пресечения того дела, и мы уже говорили и на той программе, и сейчас мы немножко это дело затронули. Но есть другие резонансные дела, и в частности, многие приводят дело Камазист. Камазист, он, тоже попал в ДТП. Смерть была, известной спортсменки Лидии Андреевой. И там была другая мера пресечения. Многие это приводят. Почему здесь так, а почему здесь так? Не понимают очень многие. Да, действительно, это лицо Шишмарев, если не ошибаюсь, Камазист, в отношении него была избрана Якутским городским судом мера пресечения в виде заключения под стражу. Для того, чтобы избрать данную меру пресечения, необходимы основания, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным законом. Это 4 основания. Если их нет, то, данная мера пресечения не может быть избрана. Первое, это, лицо не имеет, если лицо не имеет места жительства на территории Российской Федерации, если оно скрывалось, от органов следствия либо от суда, если личность данного лица не установлена, и если это лицо нарушило, ранее избранную в отношении его меру пресечения, подписку о невыезде, в этом случае может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Почему в отношении данного камазиста была избрана мера пресечения, именно данная мера пресечения, а не домашний арест или, другая какая-то, потому что, он не имел просто-напросто места жительства на территории Российской Федерации. Также учитывается сведения о личности, данное лицо обвиняет в совершении преступления часть 4 статьи 264, это уже, причинение смерти, при данных обстоятельствах в состоянии алкогольного опьянения, и то, что он уже неоднократно привлекался, к административной ответственности, не имел ни прав, водительского удостоверения, естественно, основное это было, это действительно то, что он мог скрыться, потому что, говорится, нет у него на территории Российской Федерации места жительства. Понятно. В принципе, мы говорим о резонансности дела. Вообще резонанс влияет на рассмотрение дела? Сразу скажу, конечно, опять же приведу дела
прошлых лет, да, вот когда у нас, допустим, бывали дела, когда вот перед тем, как поступало дело в суд, значит, уже, значит, о нем обсуждали на передачах, пусть говорят тоже, да, вот у нас доходило вот тоже дело Пилипенко, да, вот бывали различные суждения и так далее. Конечно, с одной стороны, понятно, что действительно народ болеет, скажем, да, вот у него есть определенное мнение, но у суда суд всегда будет руководствоваться только, скажем, законом, только будет руководствоваться теми доказательствами, которые, значит, собраны по делу, и будет всегда выносить законно обоснованное решение. Вот резонанс в чем заключается? Конечно, я считаю, что резонанс это должен быть, да, в любом случае вот народ, он должен как-то реагировать на какие-то определенные, скажем, какие-то негативную ситуацию, это правильно. Но с другой стороны, когда резонанс, скажем, выливается, скажем, на какие-то вот, скажем, на еще более какой-то другой негатив, когда идут, как мы тоже ранее говорили, на призывы и так далее, это, конечно, уже мешает и правосудию, мешает и следствию. Значит, с другой стороны, скажем, тоже, да, вот, когда конкретно от общественности тоже идут какие-то суждения, что вот человек это уже посчитали виновным, тоже, как бы, да, это будет в суде, как бы, сторона защиты указывать о том, что действительно, вот вы, вот, да, вот у нас народ считает, и вот, в принципе, наверное, уже вот как-то так вот суд-то тоже, наверное, имеет определенное мнение, да, что действительно он виновен. Но, конечно, нет, такого в любом случае не должно быть, и такого нет. Но определенное, конечно, это в любом случае вмешательство, как бы, ну, на моей практике это, конечно, такое вот, в принципе, ощущалось, конечно, да, но в любом случае мы на это не стараемся обращать внимание. А вот это, кстати говоря, это действительно очень такой интересный вопрос, как-нибудь о нем тоже можно поговорить, о том, что у нас, к сожалению, люди любят уже выносить решения за судов. Кстати говоря, и здесь то же самое произошло. Ну, уж так честно говорить, что не так давно я лицезрел одно из интервью на телеканале РЕН-ТВ «Якутск». Об этом мне написал своей странице в Facebook более подробно. Ну, там действительно очень так интересно. Человека уже признали, в общем-то, фактически виновным. И лишили, по сути, это дело права на защиту. Я не знаю, конечно, но, наверное, адвокаты этого человека, безусловно, будут этим пользоваться. Но вообще надо сказать, что мы говорим о нарушении правил дорожного движения, но прежде всего мы говорим о нарушении правил. Да? То есть, то, что происходит, это нарушение правил. Нарушается правила людьми. В общем-то, вы, наверное, со мной согласитесь, если мы скажем, что стиль езды вообще, в принципе, вождение, какая-то культура вождения, она ушла куда-то неизвестно куда. Ну, действительно, да. Вот надо сказать, что у нас с каждым годом увеличивается количество автомобилистов и количество автомобилей. Естественно, город у нас, как говорится, остается таким, каким он был, да, вот город не резиновый, и дороги те же самые, да, но в любом случае, это у нас и сейчас и в час пик, наверное, каждый замечал, что у нас и пробки возникают, да, вот порой. Вот. И бывает, что даже, вот, допустим, стоишь и видишь, что кто-либо там выезжает, скажем, на встречную полосу и так далее, пытается как-то все вот это, значит, успеть там, допустим, на запрещающий сигнал светофора. Вот. И хотелось бы, конечно, вот я думаю, что передача идет к завершению, да, вот хотелось бы, конечно, сказать, пользуясь случаем, уважаемые горожане, уважаемые жители республики, хотелось бы, конечно, призвать действительно к культуре вождения. А вот правила дорожного движения, они действительно созданы на крови. И это доказывается каждый раз. А вот соблюдение правил дорожного движения – это, ну, проще говоря, скажем, такая договоренность каждого из нас, меня, допустим, да, Павла Ивановича, вот наших телезрителей, о том, что мы будем обеспечивать безопасность на дорогах, то есть безопасность наших родных и близких. То есть, если каждый это поймет, то я думаю, что не будет, наверное, рисковать, скажем, жизнями, да, вот, наших близких. То есть, это наш город, и безопасность в этом городе мы должны создавать сами, мы с вами. Совершенно согласен. Действительно, безопасностью. За безопасность ответите мы сами. Спасибо большое, Иван Иванович, за участие в передаче. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. Смотрите нас на НВК онлайн в любое время. А в разделе «Проекты» заходите, буква закона. Заходите на мой сайт advokatstacenko.rf. Следуйте букве закона и будьте безопасны на дороге. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.